Зиравшимас, здравствуйте, уважаемые зрители. Апснахабар продолжает работу. У нас сегодня в гостях ведущий сотрудник Центра социально-экономических исследований Хатуна Шатыпа. Рад вас приветствовать. И прежде чем мы начнем наш эфир, я прошу подписаться на Апснахабар, репостить наши видео, комментировать, потому что это важно, это распространяет этот контент и делает эту тему, любую тему, которую мы обсуждаем, более широкой и представляет на разных площадках. Хатуна Акакиевна, еще раз рад вас приветствовать. Обычно у нас такой дуэт с Натали Смыр, но в этот раз я решил по-другому выстроить беседу. И тема, конечно, сейчас часто обсуждаемая. Начнем с нее, но, как и обычно бывает на наших с вами эфирах, мы не зацикливаемся на каком-то одном вопросе, пытаемся шире, смотреть на ситуацию, например, как мы делали с бюджетом и в целом экономике. И это вопрос, проект закона о регулировании правового статуса апартаментов и апарт-отелей. Я бы хотел с таким контекстом его задать. Нам представляют власти Абхазии, что это такой будет локомотив, что после него произойдет какой-то взрыв экономический, что будет мультипликативный эффект и так далее, и так далее. Вопрос у меня такой, насколько, с одной стороны, такой узкий вопрос, даже если в рамках всего туризма брать, насколько один такой вопрос может вывести чуть ли не всю экономику целой страны вперед? Вот с этого я хотел бы начать. Да, понятно. Спасибо большое за приглашение. Но в этом узком формате, как вы предлагаете обсудить именно законопроект и тот формат вообще обсуждения, который навязан нашему обществу, на мой взгляд, не является результативным, не столь результативный и даже может быть и вредный. Дело в том, что у нас так практика сложилась, что нет инструментариев объективной оценки того или иного проекта. Возьмем два взаимоисключающие суждения. Один, как вы сказали, апарт-отели – это, скажем, локомотив и вытащить всю экономику прорыв. Или, скажем, второе суждение – это опасно для Абхазии. И вы знаете, и оба суждения будут иметь равное значение. То есть у нас нет механизма, как дать правильную оценку и сказать, что какое-то суждение является верным. Это то же самое, как если бы судейское сообщество принимало бы решение без уголовного кодекса. У них же есть предписанный этот уголовный кодекс, статья, пункты. У нас таким важным инструментом должно быть. У нас у экономистов вы имеете в виду? Нет, или вообще в целом нашем, в обществе? Да, в Абхазии речь идет. Это должна быть государственная программа развития нашей страны, утвержденная, естественно, и не только утвержденная, она должна быть принята обществом. Да, я понял. Тогда, если вы зададите вопрос специалистам, профессионалам в своей области, тогда любой точечный проект специалист может дать оценку в рамках программы. Какую задачу этой программы он решает, какие результаты, за какой отдел или задачу реализует этой программы. В отсутствие этой программы, это первое, почему такой формат нерезультативный, на наш взгляд. Вторая причина, известный монолог, помните, о судьи кто? Это не в обиду, конечно, а эксперты кто? Здесь не потому, что экспертов действительно у нас нет, или людей, которые знают, имеют соответствующее образование, опыт, квалификации, нет. Дело в том, что любой проект у нас начинает обсуждение, допустим, если представители оппозиции, они находят, на их взгляд, слабые места, начинают критиковать. И вы знаете, это нормальное явление, это их функционал. Обязанность святая, как говорится. Да, это их функционал. А что касается
исполнительной власти, парламента, то вот раньше этого не было, сейчас вот наметилась такая тенденция, они рассылают, могут разослать эти проекты, законопроекты и попросить дать экспертное заключение. Но рассылается это же государственным структурам. Да. Подчиненным, скажем так. Вот. И здесь возникает вопрос, ну назовите хоть одну государственную структуру, ведомство, центр, где руководитель не назначен, скажем, той же исполнительной властью вышестоящей, так? Или не утвержден. Или не утвержден, не согласован. Это же редкое явление. У нас так не бывает в нашей практике. И теперь, через какое-то время, им присылается законопроект. Конечно, будет экспертиза, но насколько она будет независимой, конечно, вот здесь вызывает вопрос. Поэтому законопроект в том, вот как вы прочитали, да, об артотелях, это завершающий этап, как бы. То же самое, вот если, да, там нужно вносить поправки, скажем, пункты поменять, запятые переставить, что-то дополнить. Это нормальная процедурная работа депутатского корпуса, правоведов, специалистов. Но это, я еще раз подчеркиваю, это уже когда на выходе. А до этого это то же самое, если вот консилиум врачей соберется и будет обсуждать, какую операцию, каким методом, кто будет делать. А у них нет полной диагностики заболеваний своего пациента. Поэтому диагностика, вот раз мы говорим, то это уже наш центр занимается более 10 лет. Диагностика имеется в виду состояние национальной экономики. И что мы берем за основу? Мы же не можем, это же не значит, раз нет программы, мы же не знаем, это же не значит, что никто не должен исследованием заниматься, там, высказывать свое мнение и так далее. Но мы не просто высказываем мнение, мы, исходя из вот этого анализа проведенного, и плюс оценку, если мы даем, то обязательно исходя из контекста национальной безопасности. Кстати, последние 3, вот уже 4-й год идет, любое у нас обсуждение, вначале работа аналитическая, потом мы обсуждаем, всегда в контексте национальной безопасности. Это сегодня самое актуальное, и оно самое верное с точки зрения, вот здесь нету субъективного подхода. Мы не комментируем или не даем оценку только потому, что это кому-то надо понравиться, или это наш родственник, или еще партии, или власти. То есть мы даем объективно, исходя из национальной безопасности. Ну, а вот ваш вопрос теперь. Да, я просто в контексте национальной безопасности. Хочу просто небольшую ремарку сделать. Буквально вчера у нас прошел как раз круглый стол с политиками, с историками, именно обсуждали вопрос национальной безопасности, и будет как раз очень интересно, как бы вот в этом контексте ваше. Да, вот вчерашний я не имею это материала. Мы еще не опубликовали, да, поэтому. Но, значит, смотрите, национальная безопасность имеет 2 составляющие. Это внешние и внутренние. Мы не можем их сбрасывать, вот, допустим, внешние факторы сегодня, когда геополитические, давайте посмотрим, что у нас происходит вокруг нас. Наш единственный стратегический союзник ведет специальную военную операцию на Донбассе. Мы задействованы в прямом смысле, там находятся наши добровольцы. 11 человек уже погибло, есть раненые, и эта операция еще идет. В Тбилиси, это столица государства, которое еще не признало нас, да. То есть мы с ними находимся в состоянии войны. Вы же слышали, как они выкрикивали название нашей столицы. Знаете, они на свой лад. Ну, вот знаете, есть на Украине забыли эту пословицу, а грузины, надеюсь, не буди лихо, пока оно тихо, говорят. Также в Карабахе мы знаем, очень сложные процессы идут между Баку и Ереваном. В Турции, да, вот это землетрясение, которое унесло столько же. Я почему это перечисляю, и вы это все знаете, что важно сейчас для Абхазии? Внешние факторы нам дают с вами возможность скорректировать, исправить, если что не так, с приоритетами. Мы с вами обсуждаем апартаменты. Ну, наверное, это важный вопрос, но он важен как внутренний. Тогда возьмем внутренние факторы.
мы не можем и внешне сбрасывать, это обязательно надо учитывать. Но никто не отменял, и вообще среди ученых нет такого четкого деления, что внешнее важнее или наоборот. А вот если мы изнутри, не дай бог, разрушаемся, есть вообще смысл и польза защищаться от внешних. Поэтому внутренний фактор, основной и главный для любого государства, это демография. Потому что и государство, и экономика, все начинается там, где есть человек. А вот эта наука, и с научной точки зрения, значит, обеспечение демографической безопасности, это что? Это рост, как правило, численности населения и сохранение этнической пропорциональности. Опять по науке, они известны, я просто хочу напомнить, что есть основные угрозы. Какие? Их 4 мы назовем, основные это 4. Депопуляция, такой у них термин, означает, что численность населения снижается, численность последующего населения, нового поколения, меньше, чем предыдущего. Вторая угроза – это старение населения. Третье – деградация института семьи. Слава богу, конечно, вот такой деградации, как на Западе, у нас еще нет. Там же у них идет вообще трансгендерная какая-то атака на институт семьи. Но у нас тоже есть уже тревожные факты. Это бракоразводные процессы. Это когда число браков сокращается, есть такая тенденция, а разводы, наоборот, увеличиваются. Более того, вообще отношение к молодых. То есть вот этот третий фактор тоже нельзя, уже бьет тревогу. И вот есть 4-й фактор, который для Абхазии он не был и нет, пока, слава богу, он еще не такой актуальный, не как угроза. Это нерегулируемые миграционные процессы. Миграционные процессы вот в связи со строительством апарт-отелей, вот в этом контексте это не может не появиться. То есть строительство апарт-отелей предполагает, что наличное население Абхазии будет прибывать, то есть нарастать. Вот последнюю перепись мы делали в Республике Абхазия когда? В 2011. Вот с тех пор и на 1 января 2023 года, 22, извините, если мы возьмем, то наличное население в Абхазии увеличилось, знаете, даже страшно произнести, на 1,4%. То есть даже 1,5% нет роста. А строительство, которое озвучивается, презентуется, там разные. Кстати, цифры мало, звучат мало, но есть какие-то 50 объектов условно, да, в зависимости, сколько там будет этих. То есть, по нашим данным, в ближайшие 10 лет возможен рост наличного населения на 20%, на 40%, от 20 до 40%. И вот эти миграционные процессы, они несут всегда риски. Это не только маленькая Абхазия с такой слабой экономикой. Миграционные процессы оказались очень сложными, и десятилетием преодолевают страны Евросоюза с их мощной экономикой, когда они столкнулись. Они же провели большую работу в сфере законодательства. А вот в Абхазии, к сожалению, у нас есть пробелы в этой сфере, реальные пробелы в этом законодательстве насчет учета этих людей, плюс здесь возникают социальные противоречия, здесь могут быть этнические, культурные противоречия, то есть их же мы тоже должны просчитывать. Ментальные. Да, ментальные, согласна. Вот с этой позиции считаем самое главное в этом вопросе рассматривать этот проект с точки зрения демографической безопасности. Только потом все остальное выходит. Техническая сторона, энергетическая, что немаловажно. Вот сегодня свет не выключили, мы радуемся. Мы радуемся, да, с вами. А представьте, если одновременно вот сейчас 50 тысяч включат кондиционеров, условно. Да. То есть, но это все-таки и экономическая составляющая, это все вытекает на первый наш центр. Вот мы исходим из того, что надо ставить демографические аспекты, а уже дальше все остальное.
Ну, если резюмировать эту часть, то ваш центр, насколько мы с вами уже успели обсудить до начала эфира, этот проект закона не поступал к вам, да, не Да, был передан, так и но было. вы, конечно, как люди научные, не могли обойти стороной, вы, да, свое, как бы, свой анализ сделали, и то есть вы говорите о том, что именно угроза демографическая — это первое, что встает с таким проектом закона. Да, вот этот проект в первую очередь нуждается именно в демографической экспертизе, если вот так можно было Да. выразиться. Ну и вопрос, наверное, возникает, что же делать? Ну, можно сказать, ждать программу, разработать демографическую программу, там, развитие аграрную политику, потому что они все взаимосвязаны. Но опять мы, как представители науки, должны говорить объективно. У нас не потому, что конкретный проект, речь идет о глубокой фазе, у нас фаза глубокого институционального кризиса. То есть мы с вами после войны, сложный период, не ту модель, скажем, государства, даже мы уже не говорим об экономике. Мы должны четко понимать, и вот наша последняя работа Центра социально-экономических исследований была как раз посвящена институциональному аспекту и кризису, с чем это связано, и какую же модель государства мы построили. Вот такую работу мы провели и будем, наверное, дальше продолжать. Да, очень интересно, спасибо. Сегодня, ну и вообще я из экономистов, кого я предпочитаю слушать и смотреть, один из таких экономистов — это Александр Аузан, декан экономического факультета МГУ. Да, и вы знаете, слушая его очередное интервью, вот такую фразу я себе записал и сразу это переложил на этот проект закона об апартаментах, потому что мне кажется, это очень созвучно. Мы деньги пытаемся посчитать, а считать надо шансы на лучшее будущее. И связал это с человеческим капиталом. Один еще из вопросов, который встает: какая судьба местного населения в случае притока таких больших средств, и что наш человеческий, да, такой людской ресурс, он будет использован в большей степени как обслуживающий персонал, что не очень, ну как бы и сервисом мы должны заниматься и так далее и тому подобное, но что будет сильный переток в эту сторону, потому что ресурсы окажутся в руках небольшой группы вот именно инвесторов-олигархов, как мы опять, называем. видите, Да. мы спускаемся с вами опять на эти конкретные суждения. Конечно, они имеют право быть. Но насколько они, я с этого начинала, нам сложно сейчас дать. Вот то, что вы говорите, наши люди будут работать, Да. обслуживать, да, а другая сторона вам скажет, что Рабочие это места. создание рабочих Да, конечно. мест. Да. Скажут, это будет пополнение бюджета, Бюджета. и они Да-да-да. тоже будут правы. Другая позиция тоже. То есть, смотря, вот еще раз. Мы переходим, извините, Да. к вашей модели, да? То Да, есть то, о чем вот вы говорили. модель. То есть как бы Вот смотрите. какая модель нам нужна? Институционалисты это ученые, это лауреаты Нобелевской премии. То есть это не просто обычные, да, скажем, специалисты. Они выработали всего две модели. Вот государство бывает двух моделей с точки зрения институциональный подход делит на два вида: контрактное государство и эксплуататорское государство. Более того, интересная методика, как определить, вот есть выработанная методика, как определить, какие надо взять показатели, с чем сравнить, чтобы более или менее близко сказать, что вот наше государство, или если другое мы исследуем, вот это использует вот такую модель. И такая методика – анализ статей доходов и расходов бюджета. И вот это нам дает возможность, бюджет у нас публикуется, информация открытая, а мы неоднократно и с вами, и с вами на этой площадке, и наш центр дает вот такой разбив, этот анализ. И вот мы взяли, там есть не все, конечно, показатели, но есть основные.
доля неналоговых доходов, сколько у нас идет на правоохранительные органы, на социальную политику, на содержание власти. И когда выработанной модели мы вот эти данные, когда применили, что получается, что мы имеем сегодня модель ближе к эксплуататорскому государству. Вот такую модель. Но теперь давайте, я очень близко к тексту, да. Это вообще учебный материал. Человек, который имеет высшее образование, он меня быстрее всех поймет. Но более подробно, вот так, если возможно, простенько, я только сформулирую цели, какие есть у этих моделей, чтобы мы с вами понимали, как это сложно. Целью у контрактного государства является повышение доходов общества в целом. И оно считается более ближе к идеальному. Это такой вариант, когда есть обоюдное согласие. И, знаете, контрактное государство, когда власть создает единые правила для всех и соблюдает механизм соблюдения этих правил для всех участников. А вот целью эксплуататорского государства является максимизация дохода группы, которые контролирует государственный аппарат. Вот какая большая разница это с точки зрения науки. Это я вам говорю очень близко к тексту, цитирую. Итак, когда мы с вами уже имеем такую сложную модель, а это же не только экономика, здесь это и политическая наша система, да, и выборное законодательство, и все те сложные процессы, которые происходили в нашем обществе после войны. Вот мы сами, все с вами вместе, так получилось, что вышли к этой модели. Но дальше, если посмотреть, как себя ведет государственный аппарат, тоже с точки зрения науки, при эксплуататорском, он ведет себя как преступник. И вот для сравнения, чтобы было понятно, сравнивают поведение с преступником, бандитом. Делят их на оседлый бандит и бандит-гастролер. То есть вот есть свой бандит, условно, не для обиды, я надеюсь, никто на это не подкидывается. Лично не воспримет, да. Нет, это реальная такая практика, сравнения существуют в теории, теоретические концепции. Знаете как, местный бандит, он как бы стационарный, как хотите его назовите, он здесь живет, он с вами, он с нами, и он знает меру. Да, он будет, максимум дохода у него тоже такая же задача, но на долгосрочную перспективу тоже думает. Он должен удержаться в этом ареале обитания. Ну, если он сильную какую-то политику проведет, а здесь, наоборот, будет мягкую, более щадящую, такую, чтобы поддерживать минимальные социальные гарантии, создавать какие-то формальные правила. А какой принцип у гастролера? У него принцип заработать вот здесь и сейчас, защитить право собственности на ресурсы, там, поддержать какие-то технологии перераспределения национального богатства. Ну и, конечно, и в обеих случаях нет институты развития, они не создают по определению, это по теоретической модели. И вот теперь, конечно, наша сейчас задача не заключалась и заключается не в том, чтобы посмотреть, в какие периоды, как себя ведет государственный аппарат, который, кстати, мы с вами и выбрали. Не это сейчас главное. Где-то симбиоз, где-то один вариант идет вперед, на каком-то этапе выходит второе поведение. Главное, что, как тут одна журналистка мне сказала, что нам, говорит, никакие бандиты не нужны. Вот у нее в эфире это прозвучало. И мы тоже исходим из того, что пока мы не начнем реформы, да, и пока бандиты, такое поведение, скажем, бандитское, местного или пришлого, в любом случае, пока не есть, нам с вами о глубоких каких-то реформах говорить именно в этом контексте надо. И наша задача дать предпосылки, объяснить, когда же начинаются эти реформы. Вот таким сигналом к реформам, правильным, эффективным, что является программно-целевой метод, программа.
Но разработанная программа, утвержденная, она еще не опубликована, но она же не повлияла на бюджет, помните, мы Да, с вами да, мы это обсуждали. обсуждали. И мы опять вернулись к бюджету. Это единственный мощный индикатор сегодня для нашего общества, для всех и политических сил, общественных организаций, просто наших жителей. Самый мощный вот показатель – это бюджет. Как только структурно бюджет парламент примет, правительство разработает, где будут структурные изменения, где социальная политика, например, доля социальной политики будет повышаться, финансирование социальной сферы, культуры, образования, а доля, наоборот, содержания исполнительной власти будет сокращаться, вот тогда мы увидим и можем сказать, что это и есть предпосылки, и начались нужные, другую модель. Нам нужно обязательно переходить. Здесь надо еще в что говорить. Институциональный подход говорит о том, что мы можем делать вид, ничего не менять. Но институциональные изменения обязательно наступают. Когда вот это вот количество соберется, обязательно начнется изменения. Но лучше же запустить управляемые изменения, чем мы с вами будем ждать. Изменения, они могут вызвать политическую дестабилизацию, нестабильность, которая совсем с учетом таких вот геополитических реалий, конечно, совсем нам не нужна. Если мы будем выходить за рамки конституционного поля, это тоже путь в никуда, это очень опасная тенденция, тренд. Тогда возникает вопрос, лучше сообща, не вопрос, а задача, что мы должны все силы как-то сконцентрировать и сообща подойти, выработать вот эту идеологию реформирования. Пошаговый механизм реформирования, он комплексный, он сложный. Но пока мы не будем это начинать, любые вот эти проекты, да, они могут дать эффект. Здесь, сегодня, завтра. Вот в России 6-7 год идет обсуждение этого проекта. А мы, вот, получается, опережая правовое поле России, здесь усиленно обсуждаем эту тему. И там тоже уже построены эти объекты. Да, Они там разные названия, многофункциональные здания, порт-отели. Уже идет проблема. У них даже, извините, в разных регионах разные проблемы всплывают, из-за этих апартаментов, потому что разные назначения получается. И вот в этом году, насколько я знакомилась с данными, в 2023 году вот Дума планирует принять этот закон. То есть это, представьте, с таким мощным потенциалом. Если Россия, я имею в виду в прямом смысле, да, и научный потенциал, и юридической составляющей, какие у них возможности, и все-таки они столкнулись вот с такой проблемой. Это же не просто так 6 лет обсуждается, значит, там есть какие-то серьезные подводные камни. Очень много, кстати, видео. И вот поэтому мы не хотим, вот я еще раз так начинала, и, наверное, так завершим. Да, спасибо. Конкретно вот обсуждать сам проект, законопроект, юридическую его сторону, тонкости, может, это и нужно, но это будет неэффективно. Да. Вот мало результата дает. Понимаете? Спасибо большое за беседу. Я следил, конечно, тоже за этим процессом благодаря открытым данным, что в России, конечно, очень разные мнения, разные проблемы в разных регионах всплывают. И вот эту вторую вашу часть я бы хотел подытожить такой очень, может быть, тривиальной, совсем тривиальным примером, что ли. Когда вы говорите о том, как мы тратим бюджет, можем взять просто обычную семью, да, и на что семьи тратят бюджет. Да? Можно купить большой джип, там, можно детям дать образование. Да, и можно отдельно детям дать образование, следить за физическим развитием, да, и интеллектуальным и так далее, так далее. Да. То есть как бы вот приоритеты. Да, когда семейный бюджет определяется, куда пойдут средства, то же самое, в общем, в более сложной схеме мы говорим в масштабе страны, мы и поэтому говорим, это очень мощный индикатор, еще раз повторим, что это главный финансовый документ. И вот сейчас, не сейчас, конечно, но начнется скоро разработка, и будем все-таки надеяться, что 2024 год, на 2024 год поменяется. Хотя вот с каждым разом вот эти надежды
как-то становится меньше уже, потому что новый созыв принял бюджет, мы с вами обсуждали, видели, ничего структурно не изменилось. Более того, они на самофинансирование самих себя увеличили, кажется, тогда мы говорили на 30 миллионов, то есть наполовину. Вот если 60 миллионов в год им полагалось, то они еще увеличили свое финансирование на 30. Ну, опять, не вдаваясь в эти подробности, я с вами согласна. Тем у нас много, но вот как вы же меня пригласили от имени Центра социально-экономических, я здесь не выступаю просто как Шатипа Хатуна, я могу там, знаете, на кухне. Там я Шатипа Хатуна и могу себе позволить разные суждения. Кстати, у нас у женщин они бывают разные. Мы такой народ. А вот как руководитель, как ученый, да, я возглавляю отдел национальной экономики Центра социально-экономических исследований. Поэтому мы, как и от имени Центра, как представитель науки, мы должны глубже смотреть и объективно, как я подчеркивала, с позиции национальной безопасности рассматривать все процессы и проекты. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо за такой очень, мне кажется, надеюсь, зрители согласятся, что высокий такой уровень обсуждения. В том смысле, что мы попытались, я пытался как-то всегда вниз пойти, но вы всегда держали планку высоко. Спасибо большое. Еще раз другой вопрос, наши зрители тоже готовы ли? Готовы, вот, я надеюсь, что готовы. Когда мы говорим о суде, кто у нас тут возникает вопрос, общество тоже же у нас поделено, зачем нам врать? Да, вот когда вы приглашаете или включается камера, я уверена, если эта запись пойдет, многие скажут, так в итоге кого Шатипа поддержала? Она за власть, она против власти, она где? То есть вот это будет у них первая ассоциация. К сожалению, это наша практика. Ну, это же тоже вопрос роста, о том, о чем мы говорили, что мы должны как общество дай Бог, расти. Дай Бог, конечно, вместе. Процессы должны идти вместе. И с нашей стороны мы тоже же люди, ошибки есть, и мы должны исправлять. И с их стороны мы вместе, как государство, как цельное общество этого государства, мы должны вместе расти. Очень хорошее слово, я присоединяюсь к вам, что мы должны добавлять и наращивать и знания, и культуру, и наши... И подписчиков, я хочу сказать. Да, потому что это важно для того, чтобы как раз больше людей, большая часть общества смогло бы участвовать в этих дискуссиях, в обмене, скажем так. Я согласна, но наши люди информированы. Я хочу сказать, что на местах, вот как и на наши поездки, наши исследования полевые, что показывают, удивительную вещь. В деревнях люди, вот пусть не в обиду будет это никому сказано, очень информированы. Я согласен, потому что у меня такое же впечатление от поездок в разные села. Они информированы, они следят, они знают. Да, где-то любой человек может заблуждаться. Поэтому, дай Бог, чтобы важно эти ресурсы работали правильно, без политизации и доносить правильное объективное мнение. Ну, насчет политизации у меня мнение такое, что в целом то, что вы говорите, то, что мы делаем, это тоже политика, просто не в том формате, как мы привыкли политизации считать. Да, это жизнь общества, мы с вами обсуждаем, это, конечно, главная цель политиков. Все согласна. Да. Спасибо, подписывайтесь на Апснахабар, оставляйте комментарии. И ждем, что вы будете более участны в наших эфирах. Абзирас. Абзирас.